Чаще всего наш уровень жизни в Эстонии принято сравнивать со скандинавским. Ведь именно там, по мнению многих, государство заботится о своих гражданах. Создает благоприятные условия жизни, медицины, образования и даже условия труда. Куда, как не в Скандинавию, едут многие наши рабочие на заработки. Кого, как не Скандинавию, приводят сегодня в пример таксисты, говоря о высоких заработках тамошних водителей. Кто и когда сыграл главную роль в создании имеющихся сегодня условий, и так ли они хороши? Об этом и поговорим. Это Эсси Таксаконди. Здравствуйте, коллеги. Дабы не растягивать видео, поговорим о конкретной стране, о Швеции. Думаю, ни у кого нет сомнений насчет социально-экономических условий жизни шведов. Итак, в чем же заключается причина лучшего уровня жизни Швеции, а главное, ее рабочих? Чаще всего заслуги отдают менталитету, государственному аппарату, профсоюзной деятельности. В общем, все как обычно. Рабочие просто работают, их условия жизни становятся лучше. Кто угодно, только не они сами стараются для их блага. Но ведь это чистой воды идеализм, такой же, как особое мышление, вера, менталитет, детские сказки. Однако даже в сказках добро побеждает зло. Нигде и никогда лучше не становится просто так. Везде и всегда этому предшествует борьба. Условия жизни рабочих Швеции стали стремительно улучшаться с того самого момента в истории, который серьезно пошатнул капиталистическую систему, а именно октябрь 1917 года. Именно с этого события начались изменения в условиях труда рабочих всего мира. Условия эти не становились лучше сами собой. Рабочие всех стран мира начали активную борьбу за свои права. Врагом рабочего класса был и всегда будет класс буржуазии. В 1917 году в Швеции побеждает социал-демократическая рабочая партия, созданная в 889 как партия шведского пролетариата, которая и по сей день занимает первое место на выборах. Именно шведские рабочие организовались для борьбы, создали профсоюзы, из которых впоследствии и сформировалась партия, представляющая их интересы. В любой стране мира большую часть ее населения составляют рабочие, поэтому только социал-демократическая рабочая партия и могла побеждать в Швеции на протяжении всего времени существования Советского Союза. Шведское государство не отнимало у местных капиталистов их средства производства, но и не давало им эксплуатировать рабочих, которые год за годом завоевывали все лучшие условия труда. Только объединение и борьба рабочих смогли создать современные благоприятные условия труда и жизни шведского рабочего. Прошло чуть менее 30 лет с момента распада СССР, и шведские капиталисты больше не боятся коммунистов, а сменившееся поколение рабочих уже забыло о том, что такое борьба и завоевание предков. Сегодня крупные города Швеции заселены гастарбайтерами, появились шведские гетто, где в переулках торгуют наркотиками. Все это результат отсутствия борьбы и проедания остатков завоеваний. И никто не знает, как долго еще осталось нам ставить в пример шведские условия жизни и труда рабочих. Однако на примере Швеции мы точно знаем, что за лучшее надо бороться, и для этого необходимо объединиться. Если ты до сих пор не понимаешь цели объединения Эсси Таксакондис, задавай свои вопросы в комментариях, на странице в Фейсбуке или пиши нам на адрес электронной почты. Если ты понимаешь и поддерживаешь наши цели, агитируй водителей вокруг себя подписываться на канал и страницу в Фейсбуке, поделись с ними этим видео. Напиши нам о своем желании поддержать объединение или предложи свои идеи борьбы. Только действие, только борьба может что-либо изменить. Всем такси!